Итак, новость на платформе «Нефтегазовое образование» Уфимского государственного нефтяного технического университета размещен новый онлайн-курс сохранения репродуктивного здоровья. Чем связано нефтегазовое образование и репродуктивное здоровье, будем выяснять у наших гостей. Да, прямо сейчас вместе с нами сегодня член Общественной палаты Республики Башкортостан Диана Фарахова и ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин. Доброе утро. Доброе утро. Извините, но у нас к вам много вопросов. Попахивает 1 апреля прям, да? Кстати. Что это? Но если бы мы не знали, что еще, по-моему, 30 числа, да, был размещен этот курс, мы, может быть, подумали, да, действительно какая-то шутка. Как это произошло? Поясните. Курсу ведь уже почти год. Серьезно? Да. Мы даже опоздали с тобой, получается, с новостью. Нет, это хорошая новость, и это новость, потому что и даже для нас это на самом деле была новость, потому что когда это все запускалось, вся эта история, никто не предполагал, что этот курс из всех онлайн-курсов нефтяного университета, я забегаю вперед, хочу сказать, стал самым популярным курсом среди студентов, причем и он еще показывает очень высокую эффективность, то есть люди не просто, записываются на курс, да, они его еще завершают. То есть они получают сертификат. 98% из тех, кто изначально заявился, он получил сертификат. То есть до конца дослушал и прошел тестирование. Очень круто получилось для нас. Не было ли динамики, что студентки в декрет начали уходить повально? Да. Результат. Если курсу уже год, напомним, онлайн-курс по репродуктивному здоровью, какие-то результаты положительные, динамика отслеживается? Ну, у нас всегда только положительные результаты. И причем вот этот курс, он же рассчитан не только для студентов нашего университета. Это курс открытый. Сама вся платформа, она называется «Открытая платформа», федеральная платформа открытого нефтегазового образования. И этим курсом пользуются не только студенты УГНТУ, и не только студенты вузов и колледжей нашей республики, но и за пределами нашей республики. Мы посмотрели вот статистику, все онлайн-курсы за последние 3 с небольшим года, сколько вот эта платформа существует, просмотрено 2,5 миллиона раз. То есть это 2 раза по населению города Уфа. Это действительно такая интересная, значимая история. А что касается того, насколько это свойственно нефтяникам, ну, нефтяники — это же не только там большие зарплаты и экономический каркас нашей страны. Нефтяники — это в первую очередь люди. И все, что касается указов президента, в том числе и в части демографии, мы все выполняем. Слушайте, вот вы действительно молодцы. То есть я правильно понимаю, курс доступен, мы сейчас сказали студенты, да, студенты нашей страны, он в принципе доступен всем. Я сегодня приду домой, я могу пройти по ссылке и начать просмотр онлайн-курса. Это может сделать каждый зритель. На экране вы видите QR-код, который можно отсканировать и тоже пройти, получить новые знания. О чем этот курс? Что там такого? А вы, кстати, Олег Александрович, проходили, вы смотрели? Нет, к сожалению. Я в те 2%, которые... Дело в том, что у Олега Александровича ведь 4 детей. Что вы хотите? Зачем он вам расскажет про репродуктивное здоровье? Нет, подождите. Ну, как минимум, он как ректор, я думаю, проверил, что это вы там такое сделали, что это вы там такое запустили. Доверие. Доверие 100% здесь, да. На самом деле здесь, в этом курсе, это действительно такая замечательная получилась коллаборация, когда общественный проект, который мы выпустили еще в 2019-2020 году, то есть темой репродуктивного здоровья мы занимаемся, как общественная организация, уже больше 5 лет, то есть очень существенно занимаемся, не поверхностно, конечно. И когда грантовый проект, вы понимаете, что такое грант, да? Вот у него есть срок. В течение этого срока мы можем объезжать республику, можем общаться с молодежью, с детьми, со взрослыми, рассказывать, что такое репродуктивное здоровье, зачем его надо сохранять, вообще для каких целей, почему это важно. Но грант заканчиваются средства, и выезжать становится сложно. Да, мы за это время успели создать базу, привлечь преподавателей из числа медицинских работников и психологов для того, чтобы раскрыть эту тему. Но рассказывать дальше и создавать еще дополнительно что-то, финансовых средств у общественной организации нету. И когда мы пригласили Олега Александровича на подведение итогов реализации проекта 2 лет, проекта была «Балатап», о котором мы, кстати, здесь на вашей передаче уже рассказывали. Да. Вдруг, родилась достаточно спонтанно такая коллаборация, почему бы не сделать курс для студентов, ведь мы же рассказываем это молодежи, учатся в университете
порядка 13 тысяч, если я не ошибаюсь, Уже молодых людей, даже больше. А почему бы, собственно, и вот эту аудиторию не просвещать? Тем более, что ВУЗ, он не только дал возможность, ну, и дал платформу, и дал возможность просто этот курс записать, он дал еще и преподавателей, которые обогатили курс. И он сейчас рассказывает не только о медицинской составляющей, о психологической составляющей репродуктивного здоровья, но и дополнительно физическая активность, как влияет на репродуктивное здоровье, питание, какие продукты питания, для чего это необходимо, там, о качестве сна и так далее. То есть этот курс, он стал еще и более наполненным на самом деле. Как раз хотел спросить, учитывая, что проект, конечно же, успешный, будет ли какое-то еще развитие? Как вы сейчас рассказали, да, то есть он обрастает все большими и большими направлениями. Может быть, либо какие-то следующие серии, следующий какой-то этап, или, может быть, какие-то оффлайн лекции. Думали об этом? Что, может быть, анонсировать? Да, Опа, сенсация. Да, Вытянули. секрет. Ну, говорите. Ну, репродуктивное здоровье – это далеко не все составляющие здоровья. ВУЗ готовит профессионалов. Ну, мы же понимаем, да, что нефтяной университет готовит профессионалов. Это сегодня уже доказано всей страной, так как они, я не знаю, у вас везде реально работают. Да, да, всем эти миром. выпускники. Так вот, задача ВУЗа не только, как мне кажется, выпустить профессионала, который точно знает, чем он занимается, но еще и готового, здорового человека, физически способного работать. И поэтому сейчас мы как раз работаем над тем, чтобы создать для вуза некую программу оздоровления студентов на тот период, пока они учатся. То есть с момента... У вуза и так очень много уже сделано. У него есть прекрасная база своя. Когда молодой человек поступает или девушка, ну неважно, учиться, они проходят медосмотр. То есть о их состоянии здоровья уже есть понимание, какую нагрузку ему дальше дать. Да? А наша же задача, ну, моя в данном случае, как, кстати говоря, еще и студентки, Нефтяного университета. да, в качестве дипломной работы мы как раз готовим такой материал, когда в течение каждого года мы тестируем и понимаем, насколько состояние здоровья. Наша задача, в общем, совместно с ректоратом, сделать так, чтобы у студента состояние здоровья его улучшалось, если это, конечно, не какие-то хронические либо врожденные изменения. То есть вы еще и за динамикой будете следить. Да. Это как, знаешь, ребенок приезжает в детский оздоровительный лагерь, его взвешивают в начале смены и в конце Да, смены, да, да? да, да. Слушайте, ну вы не просто заботитесь о здоровье, вы закладываете прям здоровый стиль жизни, получается, для студента, который впоследствии будет, ну, скажем так, его таким вектором, как он будет себя вести, эти правильные привычки по питанию, по образу жизни, по нагрузкам физическим. Я вот от себя хочу сказать, что мы очень часто встречаемся с представителями нефтяного университета в эфире нашей программы. И, Олег Александрович, я вообще очень в хорошем смысле этого слова поражаюсь, насколько активно вы меняетесь, вы развиваетесь, вы вкладываетесь в студентов, какие новые направления у вас открываются. Это прям супер круто. Но вот что касается онлайн-курса по репродуктивному здоровью, круто, что это не только для студентов, не только для студентов нефтяного, он общедоступен, любой желающий, абсолютно бесплатно, кстати, да, хочется подчеркнуть, может пройти. А есть еще какие-то курсы, какие-то мероприятия, которые доступны для всех жителей нашей И, республики? возможно, не профильные, да? Да. Ну, два момента, если позволите, отмечу. Во-первых, для нас фактор физической активности действительно является важным. Я как-то рассказывал, что мы разработали и в Министерстве энергетики Российской Федерации утвердили свой диплом, он называется диплом инженера опережающих технологий. Вот там помимо академических оценок, вот, к которым мы все привыкли и которые у нас у всех с вами есть в приложении к диплому гособразца, есть еще дополнительно 6 разделов. То есть академические оценки – это один из 7 только разделов. Вот еще один полноценный, не менее важный, это раздел, который как раз связан с физической активностью. Вы абсолютно правильно сказали, что наша задача привить
вот эту привычку заниматься спортом громко, конечно, сказано, потому что, ну, понятно, что не всем дано. Есть разница, да. Да, а вот спорта. физической активностью это действительно важно, потому что физическая активность это не только способность выполнять какую-то работу. Ну, вот я часто говорю ребятам, когда спрашивают, ну, зачем, ну, вот, там. Дело в том, что никогда не станешь руководителем высокого уровня, потому что физическая активность влияет на стрессоустойчивость, на взаимодействие в команде, на скорость принятия быстрых решений и так далее. Хочешь стать руководителем, занимайся спортом. И мы это прекрасно понимаем, и, ну, на самом деле, доказанная история. Что касается, может быть, относительно необычных для вуза активностей, то еще один проект, который как раз с Дианой Тагировной реализуем, это проект связан с тем, что мы, ну, вот уже с 2 районами города Уфы, ну, скажем так, договорились про апробацию как раз вот активности, связанные с советами ветеранов этих 2 районов, и будем как раз не только говорить о том, какие там продукты питания, активность, как вот сохранять свое здоровье, но еще и делать. Это у нас будет как бы такая практическая, ну, вы знаете, у нас очень развитая спортивная инфраструктура, вот, и как Диана Тагировна говорила, у нас есть кафедра там по продуктам питания, и спортсмены, понятно, и так далее, и так далее, и так далее. Будем показывать. Причем еще, ну, условно, вот там, мне бы очень хотелось, чтобы, ну, для каждого подобрали свой бы вид спорта, потому что, ну, вот, азарт, адреналин, это все важно. Когда это твое, это, вот, ну, мне кажется, это важно. Ну и спорт это еще, если это командный вид спорта, это, опять же, умение работать в команде. Ну и, как вы правильно заметили, в здоровом теле здоровый дух. И знаете, за время эфира мне пришла еще одна идея к какому классному проекту. Я просто знаю, что вы поддерживаете любые идеи, инициативы. Можно присоединиться к проекту «Атайсал». Помощь малой родине. Мне кажется, ваши студенты, им это будет интересно. Я вам расскажу за эфир. Можно, да, подытожить, помимо больших профессионалов, готовят людей здоровых граждан, которые, что еще, ну и с репродукцией все будет хорошо, соответственно, демография тоже будет на высоте. Спасибо вам большое за эти инициативы, это очень важно. Да, за ту работу, которую вы делаете. Вам хорошего продолжения этого понедельника, хорошей рабочей недели. Того же самого мы желаем всем нашим телезрителям.